Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости канала. Огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои милые, давайте сегодня посмотрим такую тему. Быть ли вам вместе? Загадайте, пожалуйста, на мужчину. Назовите его имя, свое имя и задайте такой вопрос. Быть ли нам вместе? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Быть ли вам вместе? Что нам расскажет, покажет песочек? Быть ли вам вместе с тем, кого вы сейчас мне загадали? Так. Девочки, смотрите, если вы смотрите на новый брак, на новые отношения, и вы до этого уже пережили яркую любовь, и при этом, да, вот как-то развод, расход у вас был, то здесь ответ будет однозначный. Да, вам быть вместе. Если вы смотрите на какого-то своего знакомого, да, с кем вы, например, только лишь присматриваетесь, либо вы, ну, скажем так, не жили, не живете вместе, и вы думаете, быть ли нам еще вместе. Здесь тоже ответ будет да, потому что вы из дружбы пойдете в любовь. Если вы смотрите на своего бывшего мужчину, с кем вы расстались недавно, совсем недавно, то есть расставание там не больше, чем год-полтора, здесь тоже будет ответ да. Если вы смотрите на того, с кем давно уже вы расстались, причем неважно по какой причине, то здесь ответ нет. Вам вот как муж и жена не быть вместе, но как друзья, приятели, да, такой вариант возможен. Почему такой разброс? Да потому что у вас, вот у кого-то любовь в вашей жизни, да, ну, очень сильная была. Любовь с надрывом, с переживанием, с какими-то подводными камнями, с какими-то, знаете, вот вмешательствами, с каким-то, может быть, вот хочется сказать, надрывом, да, вроде как бы и любили, но и в то же время вот как-то жестко у вас как-то в одно время, да, вот как будто бы мир перевернулся. Ничего не предвещало, и тут тебе на проблема за проблемой, неприятность, там зацепились, поругались, разбежались, то есть какой-то такой момент. То есть у вас по судьбе вот как будто бы либо два брака, либо две каких-то вот любви. Одна из них, как вот, знаете, костер такой, знаете, вот огромный костер, который там с искрами в разные стороны так обжигает прям, да, вот страх, что вот-вот я сгорю в этом костре. А вторая у вас любовь, либо второй брак идет вот как небом подаренный, да, спокойный, добрый, счастливый, знаете, одухотворенный. Вот такой момент идет. То есть, если вы сейчас смотрите на, я уже говорила, да, как вот вы свою историю выбираете, но вот чтобы вы понимали, у вас впереди еще один блок вот жизни идет, вот именно где любовная тематика у вас пойдет. Если вот важный момент еще, да, упустила, если вы сейчас смотрите на человека, с кем вы уже в отношениях и прожили какой-то срок, да, и даже если у вас все в сегодняшнем дне в принципе устраивает, да, ну, все бывает, да, то все-таки у вас другая любовь идет. Знаете, вот у меня такое впечатление, что вы вот из этих отношений, да, вот вы как будто бы вырастете, выйдете, вам захочется большего, вам захочется каких-то больших каких-то, не знаю, эмоций, чувств, адекватности, стабильности, реализованности, понимаете? Мужчина, которого вы загадали вот в сегодняшнем дне, вот он как бы незрелый, сырой, не готовый, не догоняет вас, да, может быть, в каком-то развитии, либо в каком-то взгляде на ситуацию. Здесь, кстати, у кого-то может отыграться, что мужчина какую-то, может, свою кармическую задачу несет. Может быть, он... да, вот важный момент еще. Если мужчина ваш кармический,
либо ему вот как кармический узел нужно пройти. Может быть, мужчина подпорченный у вас идет, да, какие-то были на нем магические действия, либо присушки. Вот он должен с этим рассчитаться, да, обнулиться и уже заново с вами пойти в отношения. То есть, возможен даже такой вариант, что вы смотрите на мужчину, с кем вы вместе, да, либо пытаетесь построить отношения. Вот эти отношения, они схлопнутся, они закончатся на определенный период. То есть у вас идет как вынужденная разлука, расход, развод, а потом вы заново в новом качестве уже выстраиваете любовь как партнеры, равные партнеры. Но все равно вы как бы побольше у меня идете, то есть вам все-таки править бал, понимаете, вам быть главной и вам быть, ну, скажем так, тем, кто вытягивает эти отношения, тот, кто решает и распоряжается, будет ли любовь, будет ли счастье. 2 любви, 2 брака, не знаю. Вы уж там на себя смотрите, быть ли вам вместе. Ну, опять же таки, да, все зависит от того, что сейчас у вас, да, в каких вы отношениях. Смотрите, однозначно, вот даже вот так, кто в интернете общается, девочки, вот знакомство, общение в интернете. Вы, может, и встречались, вы, может быть, даже и близки были с этим человеком, но ваши отношения и ваша любовь интернетная, вот она выходит, да, в сегодняшний день. Очень такая какая-то, что-то много там напутано, намотано, вроде чувства, эмоций, да, но и в то же время какие-то вот палки, да, какие-то препятствия есть. Вот ваша любовь интернетная, да, схлопнется, закончится, и вот вы идете в новую счастливую любовь уже с этим человеком, да, уже совместная, близкая, без всяких там расставаний, расстояний. Духи, смотрите, духи рода вышли, что с этой стороны, что с этой стороны. У вас следующий брак, как я сказала, да, следующая любовь, либо любовь в новом этом формате, она идет с благословения, потому что тут ангел, тут вам, смотрите, как и звезду, и крышу сделали. То есть вам от своего счастья женского не уйти. Вот как бы там сложно, трудно бы вам не было, вам все равно быть женщиной счастливой, с любимым, да с таким любимым, что действительно ваша половинка настоящая, настоящий спутник жизни. Вот как-то так идет. И у кого вот особенно какие-то странные условия либо обстоятельства знакомства были, вот знаете, что это ваш человек. Вот приведут, сведут, тут без сторонней помощи, как говорится, не обошлось. Девочки, вам однозначно быть счастливой, однозначно быть любимой. Вот так вот. Милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.